Друзья, последние 10 дней, уже почти 2 недели, только и говорится про Бахмут, Солидар и так далее. Сегодня посмотрел российских пропагандистов, и они сообщают, что украинцы, защищая Солидар, потеряли уже 25 тысяч украинских бойцов. Конечно же, я в это не верю, потому что я чеченец, а мы, чеченцы, знаем, как русские свои потери приписывали нам. Поэтому, скорее всего, 25 тысяч потеряли там вагнеровцы, которые штурмуют вот этот маленький городишко. Зашел в Google, погуглил, посмотрел, что же это такое за город такой, в котором такие жертвы и так много на первых каналах, там на основных российских каналах говорят про этот Солидар. Население этого города 10 500 человек. Для того, чтобы более-менее можно было сравнить и было понятно для чеченцев, например, скажу, населенный пункт село, так называемое Валерик, составляет 9600 населения. Катыр-Юрт, соседнее село, 15 тысяч с чем-то там населения. Самашки 12 тысяч населения. И это страна, которая грозится захватить весь мир, победить Германию, победить Францию, победить Америку, победить Великобританию. Они бьются уже 2 недели, положили, я уверен, тысячи и тысячи своих вот этих бандитов, которых они собрали со всех тюрем, для того, чтобы захватить село с населением, площадью 12 квадратных километров, да, 12 квадратных километров, и населением 10 тысяч человек, 10 500 человек. Вы можете себе представить? И об этом они рассказывают с какими-то победами и так далее. И возвращаясь к потерям. Я знаю, какое дело на фронтах, общаюсь с людьми. И могу сказать, что соотношение потерь 10, 15, 20 к 1. То есть на 10, 15, 20, 10, 20 убитых русских оккупантов один украинский боец. Да, это много. Да, война идет на территории Украины. Да, гибнет и мирное население, разрушается инфраструктура и так далее, и так далее. Да, это правда все. И украинцы не желали этой войны. Не они воюют на русской земле, а русские воюют на украинской земле. Но при всем при этом нужно понимать, что потери у украинцев меньше. Почему же, вы меня спросите, почему же они меньше? Ведь так не бывает. Даже когда наступают, 3 к 1, 5 к 1 бывают потери, но не 10, не 15, не 20 к 1. Это связано с тем, что Украине ЗСУ дан приказ в боестолкновение не вступать, и идет борьба, артиллерийская борьба. Слава богу, у Украины на 2 поколения выше вооружение, которое им поставляется, более точное, которое очень точно наводится. И в связи с этим у оккупантов-террористов потерь на порядке выше. Слава ЗСУ, все будет Ичкерия.